С вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Мы находимся на переправе на лодках воздушной подушки. На сегодня это единственный путь якутян добраться со столицы Якутии на тот берег и обратно. Особенность во время ледохода в эти дни сокращается количество судов на воздушной подушке, которые здесь работают. Это связано с тем, что ледоход, он не постоянный, там очень много льда, и не все судна могут закрыть себя броней ото льда, поэтому и народу иногда много. Как ощущение? Нормально? Нормально? Не страшно? Четко. В обычный день у нас работает 25 единиц техники, а сегодня максимум 5, наверное. До обеда почти все работали, после обеда лед пошел, и народ начал копиться, что с той стороны, что с этой. И, соответственно, не успевали всех вывозить. Да, люди возмущаются, конечно, люди толкались, не могли определиться, кто первый. Но потом как-то более-менее, кстати, между собой люди начали договариваться. Типа какую-то очередь сообразили. А в обычный день такого нет. В обычный день наоборот стоит катер на погрузке. И людей собираем. Можно долго грузиться, можно полчаса катер грузиться, можно еще больше. Особенность именно ледохода? Да, потому что техники мало ходит, потому что подушки не могут пройти, а работа ходит. Как наши якутяне к этому относятся? В целом, вообще с пониманием, потому что цена все равно у нас, допустим, сильно выросла, почти в 2 раза выросла цена за последние дни. Причем, что, допустим, если позавчера цена была 2,5, 3 дня назад была 2, то есть на 500 рублей в день поднимается цена. И люди понимают все равно, почему, с чем это связано. Потому что ледоход, потому что определенный риск именно для техники.
Где-то затор, вода открывается. А самое сложное это когда много льда, да? Ну это на фарватере сейчас 2 этажа идет и тяжело по нему идти. И пассажирам самое главное что делать? Молчать, не мешать. Не качает. Тут вверх, вниз вот так вот по льдам и все. Нету такой качки, как на море. Волн. Почти по ровному идешь, просто лед иногда ударяет то в бок. Бывает хуже, бывает лучше. Когда воды много, полегче ездить. В том году воды больше было, лучше было. В этом году мало воды. Пока мало воды, да? Это дополнительная защита, она спасает, да? Да, она держит удары. Под ней баллоны 14 штук еще амортизируют. Все. И вот такая обстановка до какого числа будет примерно? У меня 2-3 густого ледохода, максимум 3. Все, потом нормально будет. А потом нормально будет? Ну, лед будет, но редкий, не такой густой. Подушки уже смогут ездить все спокойно. А в случае затора на Кангаласах? Все забьет, здесь все во льду будет. Вода толкает, льду же надо куда-то деваться. Забивает все дыры, вода растет. Уровень воды. Ну пока затора нет, радость есть, да? Да, нормально. Воды мало. Мы обычно по островам ездим, там есть свои тропинки. Сейчас острова сухие, и не проедешь, приходится от самого начала до самого конца по льду. Час дорога занимает. Просьба к якутянам во время ледохода все-таки соблюдать правила безопасности. И очень хотелось бы, чтобы вы их очень сильно соблюдали. При этом хочется поздравить якутян с наступающим летом, пожелать вам здоровья и хорошего настроения.